Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе «Последствия для торнадо. Почему расформировывают добровольческие отряды Украины?». США. Стрельба в церкви в Южной Каролине вновь вызвала дебаты об ограничениях на приобретение огнестрельного оружия. Внимание, забота и отсутствие административной поддержки. Репортаж из специнтерната в Московской области. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. В Европе начались аресты имущества российских и зарубежных компаний по иску бывших акционеров ЮКОСа. Компания ЮКОС Universal Limited добивается от России выплаты компенсации за незаконную экспроприацию ЮКОСа. По решению Гаагского арбитража Россия должна выплатить бывшим акционерам $50 миллиардов. Российские компании отказываются комментировать происходящее. Получение уведомления для нашего корреспондента подтвердил только журналист «Новой газеты» в Бельгии Александр Минеев. Он лично получил уведомление от судебных приставов в Бельгии о том, что он в течение 2 недель должен предоставить информацию Министерству юстиции и непосредственно судебным приставам о том, имеется ли у него имущество Российской Федерации. По сообщениям журналистов, к аресту российского имущества приступили в Бельгии, Австрии и Франции. Таких случаев достаточно много. Конечно, не все такие громкие, и не про всех так много пишут. И в почти всех больших юридических фирмах есть юристы, которые специализируются именно на таком арбитраже, которые компании ведут против государств, не только против России. Министерство иностранных дел России в официальном сообщении упоминает в качестве адекватного ответа возможный арест имущества посольства Бельгии в России. Предварительные подсчеты давали сумму вообще активов зарубежных России около 3 миллиардов, плюс большинство из этих активов подавляющее покрыто иммунитетом. И, несомненно, действия группы Минотеп не продиктованы не финансовыми соображениями, а, говоря в кавычках, отомстить России за конфискацию ЮКОСа. Санкции в отношении Крыма продлены еще на год. Такое решение принял Совет Евросоюза по экономике и финансам. Ограничения включают запрет на экспорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму. Кроме того, граждане Евросоюза и базирующиеся там компании не могут инвестировать в экономику полуострова, а европейские круизные лайнеры заходить в крымские порты. Санкции были впервые приняты в июле прошлого года в ответ на аннексию России Крымского полуострова. На юго-востоке Украины в районе боевых действий продолжаются обстрелы. Киевский район Донецка был в очередной раз обстрелян. По словам нашего корреспондента, побывавшего на месте, снаряды попали в жилые дома, 1 человек погиб, окраины Донецка обстреливаются ежедневно. Следы разрушений практически везде, о восстановлении речи пока не идет. Страшно. Не знаю как. Может час, может 2. Страшно били. Ой. Ой. Как меня сердце бьет. Попал снаряд прям в помещение. А кто бил, неизвестно. Оттуда били. В чем мы виноваты? Чего вы сюда? Вы там деретесь друг с другом. В чем мы виноваты? Борьба с мародерством или борьба с командирами батальонов? В Луганской области задержан комбат добровольческой роты «Торнадо», а само подразделение по приказу министра внутренних дел Украины должно быть расформировано. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил, что «Торнадо» фактически вышел из-под контроля МВД и превратился в организованную преступную группировку. Инна Вареница пыталась разобраться в сложившейся ситуации. На сегодня задержаны 8 добровольцев из роты «Торнадо», в том числе командир Руслана Нищенко. Его семья не знает, где его удерживают. Они обвиняются в пытках, мародерстве и еще нескольких преступлениях. Все арестованы судом. Вы знаете, что суд без доказательств это не сделает. Все потерпевшие допрошены, есть вещественные доказательства. Всего в отношении задержанных открыто 28 уголовных дел, говорит Науменко. Еще одного добровольца после задержания в милиции избили и отобрали телефон, документы и ценные вещи. Как начали избивать со страшной силой. Затем надели пакет на голову, завязали. Вот в таком убитом состоянии погрузили в микроавтобус и вывезли в непонятном настроении.
Все потом закончилось тем, что я оказался в Генпрокуратуре в городе Харькове. В свою очередь, добровольцы из «Торнадо» обвиняют начальника милиции в контрабанде с непризнанной ЛНР. Накануне задержания командира роты торнадовцы не пропустили поезд с поддельными, по их словам, документами, который шел в сторону непризнанной республики. Там был прицеплен еще один крытый вагон. Людей, которые должны были охранять, мы не обнаружили. Но обнаружили в данном вагоне 9 тротиловых шашек. И не просто они были там смотки, они были просто как бы рассыпаны, утеряны, потому как они быстро покидали данный вагон. К этому составу еще было более 20 вагонов с коксовой крошкой. Расформировать «Торнадо». Такой приказ подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом «Торнадо» находится в подчинении Науменко. Он создал эту роту из людей, которые пришли из батальона «Шахтер». Члены этого батальона ранее были обвинены в мародерстве. Сейчас мы на сегодняшний день есть первая ситуация. Их расформировали. Вторая ситуация. Сейчас выведем их за штат. Третья, отдам приказ и подчиниться. Если не подчиняться, всех уволю. Дальше это будет незаконное вооруженное формирование. Из-за обвинений в адрес добровольцев «Торнадо» милиция пытается обыскать базу. Постановление об обыске и обвинения правоохранителей зачитывали под закрытыми воротами. Ждем штурма нас. Ну, у нас зубы есть тоже. Все-таки не просто так, мы год уже на этой войне, прошли все горячие точки. Пускай попробуют только сунуться. Официально в роте «Торнадо» числится около 170 человек. После прохождения формальных процедур, если бойцы не сдадут оружие и не допустят милицию к обыску, базу будут штурмовать, говорит Науменко. Тем временем местные жители собирают подписи за увольнение начальника милиции. Инна Вареница из Луганской области для настоящего времени. Тем временем в районе города Мариуполь украинская армия укрепляет свои позиции. Мариуполь является еще одним крупным городом Донецкой области, и поселки, прилегающие к нему, например, Широкино, уже давно стали эпицентром противостояния украинских сил и формирования непризнанной ДНР. Мы против морского десанта здесь работаем. То есть, если будет какая-то попытка захвата территории со стороны моря, как раз наше подразделение здесь занимает оборону, чтобы высадка морского десанта не произошла. 5500 солдат и офицеров из 17 стран мира. В Балтийском море продолжаются масштабные учения войск НАТО «Балтопс». Солдаты отрабатывали захват польского побережья Балтийского моря. По словам представителей НАТО, маневры должны продемонстрировать готовность стран-членов Альянса защитить регион. Учения «Балтопс» проводятся ежегодно, начиная с 1972 года. Одновременно с этим на полигонах Польши и Прибалтики продолжаются многодневные сухопутные учения НАТО. В Альянсе утверждают, что это ответ на агрессивную политику России на юго-востоке Украины. Военную тему продолжат наши коллеги в Вашингтоне. Наташа, слово вам. Спасибо, Шахида. Сенат США одобрил законопроект об оборонной политике. Он предусматривает оборонные расходы в размере 612 миллиардов долларов и определяет, куда будут направлены эти средства в 2016 финансовом году. Документ был принят в четверг 71 голосом против 25. Законопроект, в частности, дает президенту право предоставлять летальную военную помощь Украине, выделяя 300 миллионов долларов на военную технику, в том числе на контрбатарейные радары, противотанковое оружие и разведывательную помощь. Документ также предусматривает новые меры по противодействию более агрессивной стратегической позиции России. В частности, он требует провести оценку возможности расширения присутствия американских сухопутных войск в Восточной Европе, чтобы ответить на вызовы со стороны России. Предусматривается также сокращение военного сотрудничества с Россией, ограничение на использование Пентагоном российских ракетных двигателей, требование к Пентагону представить план возможных ответов на нарушение России договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и оценку структуры и потенциала российских войск в Арктике, Калининграде и в Крыму. Американские законодатели рекомендуют министру обороны США принять участие в разработке стратегии по противодействию российской пропаганде в Европе в рамках российской концепции гибридной войны. Палата представителей уже приняла собственную версию законопроекта. О поддержке Конгрессом Украины в конфликте с Россией моя коллега Татьяна Ворожко говорила с конгрессменом Брэндоном Бойлом, демократом из Филадельфии, где проживает большая украинская община. Я лично уделяю много времени тому, чтобы убедиться, что Украина, где из-за действий Владимира Путина и его российских сторонников погибло более 6 тысяч человек, получила финансовую помощь и вооружение. Это то, что волнует украинско-американскую диаспору, которую я и представляю. Я являюсь соавтором законопроекта, который направлен именно на это.
Среди инициатив, которые продвигает конгрессмен Бойл, также освобождение украинского пилота Надежды Савченко, которая находится в российской тюрьме второй год. Я внимательно следил за ее голодовкой. Я упоминал ее имя в зале Палаты представителей и в других ситуациях в Конгрессе. Очень важно помнить о борьбе за права человека и свободу в Украине. Я всего лишь один из членов Конгресса, но я думаю о ней, хотя она и находится на другом континенте. Думаю о том, что ей приходится переживать. Это ужасное испытание, и важно, чтобы как можно больше американцев об этом знали. Госдепартамент США публикует сегодня ежегодный доклад о международном терроризме. По данным доклада, в 2014 году число терактов выросло на 35%, число жертв на 81% по сравнению с 2013. Минувший год был отмечен не просто активизацией террористов, но и использованием наиболее жестоких и бесчеловечных методов, в том числе массовых казней. В докладе также указывается, что в прошлом году были особо заметны 3 новые тенденции: усиление исламского государства, рост числа атак в странах Запада, совершенных террористами-одиночками, и неспособность ряда правительств эффективно защищать своих граждан. Теракты в 2014 году были проведены в 95 странах мира. Первые полосы американских газет посвящены сегодня трагедии в афроамериканской церкви в Чарльстоне, штат Южная Каролина, где белокожий Дилан Рофф, 21 года, застрелил в среду 8 прихожан и пастора. Рофф был арестован на следующий день в соседнем штате, Северной Каролине. В церкви во время нападения находилось 12 человек. Ему удалось убить 6 женщин и 3 мужчин. 3 прихожан выжили. Власти убеждены, что речь идет о преступлении на почве расовой ненависти. Ранее Рофф опубликовал в Фейсбуке свою фотографию в куртке, на которой были нашиты флаги Южноафриканской республики времен апартеида и Родезии, нынешнего Зимбабве, где до 1980 года правило белое меньшинство. На номерном щитке его автомобиля был флаг конфедерации рабовладельческого юга. Этот инцидент вызвал дебаты на целый ряд тем, от контроля над продажей оружия до тенденциозности СМИ в освещении подобных случаев. Вот, например, сегодня в газете «Вашингтон-Пост» пишет колонку мнения Антеа Батлер, профессор религиоведения и африканской культуры. Вот заголовок: чернокожих нападающих называют террористами и хулиганьем, а вот белых стрелков называют психически больными. Церковь Эммануэль, где произошла стрельба, это историческое место. Она была основана в 1816 году, за полвека до официальной отмены рабства. И в определенный момент ее даже сожгли за участие прихожан в борьбе за эмансипацию. У нас в студии наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, здравствуй. Скажи мне, это далеко вообще не первое культовое издание, которое подвергается атакам в США. Знаем ли мы вообще причины, почему это так часто происходит? Причины исключительно многообразны. За последние 16 лет произошло около 1000 преступлений с использованием оружия на территории церквей, мечетей, синагог, молитвенных домов, храмов, как угодно можно называть. Но эта статистика учитывает не только вот сами места богослужения, это и клубы при церквях, и детские площадки, и парковки. Вот вся вот эта территория, которую прихожане считают священной, неприкосновенной, безопасной и мирной, а преступники на это не обращают внимания. Главная причина, это, как это ни странно, это семейные конфликты. Да? То есть прихожанин приходит в церковь поймать свою неверную жену и что-то с ней сделать нехорошее. В церковь вторгаются наркоманы, в церковь вторгаются психически больные люди, банды, которые пытаются ограбить там людей. То есть причин огромное количество, но в результате всех этих действий погибло более 500 человек. Вот последний теракт, уже можно говорить, что это преступление на почве расовой ненависти, можно назвать его террористическим актом, он добавил, естественно, к этой очень опасной, нехорошей статистике. Ну, давай коснемся еще одной темы. К сожалению, после подобных случаев уже существует некая рутина, да? Там, молитвы, высказывания общественных деятелей, политиков по поводу того, что пришло время, в общем, ограничить, может быть, легкость по продаже оружия. Вот давай послушаем, что сказал вчера президент Барак Обама по этому поводу. К сожалению, я слишком много раз выступал с подобными заявлениями. Людям слишком часто приходилось переживать подобные трагедии. Мы еще не знаем всех фактов, но знаем, что опять погибли невинные люди. И погибли они отчасти потому, что тот, кто хотел причинить им вред, смог достать оружие без всякого труда. Саш, ну такое ощущение, что результатов-то при этом нет. Есть несколько интересных парадоксов. Да? Дело в том, что право на владение оружием защищено Конституцией. Это такая священная корова, которую никто не хочет трогать. После каждого массового убийства обычно возникает новый виток кампании по
ограничение права американцев на владение оружием или ужесточение правил проверки. Но, как показывает исследование общественного мнения, сами американцы, общественное мнение как таковое, они не особо реагируют на это. Ну вот, знаете, вот как лишать всех, ужесточить правила выдачи, например, водительских прав после какого-нибудь крупного дорожно-транспортного происшествия. Оружия действительно невероятно много. И по последним данным, вот именно белые на юге Соединенных Штатов имеют наибольшую концентрацию огнестрельного оружия в своих руках. Один из вот этих представителей белого населения юга США и воспользовался этим в подобных целях. Барак Обама, Хиллари Клинтон в очередной раз заявили о том, что следует каким-то образом ужесточить правила контроля над оружием. Есть целый ряд предложений, которые после предыдущих подобных ужасных историй, например, расстрела школьников Сэнди Хук, школе Сэнди Хук в Пенсильвании, не привели никуда. Они умерли в Конгрессе по разным причинам. Но сейчас Конгресс контролируют республиканцы, которые традиционно связаны с оружейным лобби, так называемой Национальной стрелковой ассоциацией. То есть шансов тем более нет? Шансов немного. Да, понятно. Спасибо. Гостем нашей студии был Александр Григорьев. Далее эфир из Праги. Наши коллеги следят за развитием событий после наводнения в Тбилиси. Да, Наташа, в МВД Тбилиси поступают сообщения о тигре, разгуливающем по городу. Нескольким очевидцам удалось его сфотографировать. Фотографии сбежавшего во время наводнения хищника показала телекомпания «Рустави-2». Напомню, что в минувший вторник тигр-альбинос, сбежавший из тбилисского зоопарка, во время наводнения напал на людей. В результате один человек погиб, 2 ранены. Тигр был убит. Но есть и хорошие новости. В одном из затопленных при наводнении складских помещений в тбилисском зоопарке был обнаружен живой кабаненок. А в ярославской деревне Багряники, несмотря на отсутствие административной поддержки, продолжает работать школа-интернат для особых детей. Она работает на энтузиазме ее основателя Мусы Ванцаева. Там побывал наш корреспондент Александр Кулыгин. Этого мальчика зовут Андрей. Ему 7 лет, он новенький, и у него серьезные проблемы с моторикой. Приезжайте года через 2, вы его не узнаете. Если они будут тренироваться, если они будут заниматься, если они поставили цель, придут к нему, то они станут лучшими. Муса Ванцаев долго сопротивлялся табличке коррекционной школы-интернат, которую его в конце концов вынудили повесить на главный учебный корпус. Пристроил повыше, чтобы не бросалось детям в глаза. Не для того он трудится здесь 20 с лишним лет, чтобы его воспитанники чувствовали себя инвалидами. Когда ему предложили возглавить разваливающийся колхоз, из 2 зол он выбрал большее. Вот этот интернат. В те времена настоящий дом презрения. Полусгнивший деревянный барак с печным отоплением и худой крышей. Неприкаянные дети, промышлявшие мелкими кражами в окрестных селах. Если честно, я планировал построить школу. То, что обещано было, создать условия и уйти и заняться там бизнесом. В бизнес Ванцаев так и не ушел. Зато теперь интернат обеспечивает и себя, и соседнее село хлебом и молочными продуктами. И пекарню, и ферму директор называет объектами двойного назначения. Это и учебно-производственная база, и источник дохода, который необходим интернату для выживания. Я считаю, что у этих детей потенциал огромный. И поэтому вот таким учреждениям, как мы, таким детям надо доверять. Мы могли бы наравне с сельхозпроизводителями получать товарный кредит, суду, по лизингу, технику. К сожалению, вот этот вопрос не решен до конца. Сейчас в Багряниках 107 парней и девчонок, в истории болезни которых значится деликатная алфавитно-цифровая кодировка F70, F71, F72. Беги, Антон, беги, его. Спорт – обязательный инструмент в педагогическом методе Ванцаева. Первые его выпускники не находили себя в жизни, быстро теряли работу, пасуя перед малейшими препятствиями. Теперь в интернате ежедневные тренировки. Футбол, бадминтон, настольный теннис. И более 40 медалей с международных турниров для детей с охранным интеллектом. А с 2009 года воспитанники Мусы Ванцаева – бессменные чемпионы Ярославской области по волейболу среди массовых, то есть обычных школ. Директор интерната не скрывает, ему приятно слышать, что его воспитанники совсем не похожи на детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, пожалуй, только он и работающие с ним уже много лет педагоги знают, каких трудов это стоит. Александр Кулыгин, «Настоящее время», Ярославская область. С берегов Средиземного моря транзитом через Петербург в тюрьму на Урале. Такой маршрут проделал тунисец Низар Сиддики. За решеткой в чужой стране он оказался из-за любви. На местное правосудие не жалуется, совсем наоборот. Выучил язык, читает Пушкина в оригинале и преподал пару уроков русским сокамерникам. Свидание с необычным заключенным устроили Екатерине Пономаревой.
прощай, свободные стихи, вы последний раз перед мной. Пусть и читает стихи Пушкина, тунисец Низар Сидики без выражения и путая ударения, он здесь лучший ученик. За 2 года осилил русский едва ли не на среднем для тюремной школы уровне. Кропотливо переписывал в тетрадь незнакомые слова и буквально заглядывал в рот педагогу, пытаясь уловить верное произношение. Шипящие у тунисца до сих пор больше выходят какими-то свистящими. Двои грустный шум, двои грустный шум. Но учительница первая его готова закрыть на это глаза, точнее уши. И Низара только хвалит. Впрочем, свою методику обучения русскому никому использовать не советуют. Алфавит они начинали учить по тюремным документам. Ну, чему учили, конечно, это бытовой уровень общения в колонии, да. Какие-то азы, написать тоже заявление, например, да, какой-то документ, какую-то бумагу. Да. В обучении ушли так далеко, что Низар начал и сам писать стихи на русском. Низар создал музыкальную группу. Здесь можно мериться разве что силой голоса и красотой текста. Боже, мама, мама, я схожу с ума. И улыбка, мама, голова. Так и язык учится, как по нотам. Впрочем, недопонимания с русскими сокамерниками возникают едва ли не каждый день. Такой случай был. Красотой колена, там есть такая фраза. Он не понимал, что такое красотой колен. И пришлось объяснять, что ноги у девушки красивые. О красоте колен русских девушек тунисец знает не понаслышке. Она его и погубила. На родине Низар работал гидом, познакомился с отпускницей Настей из Питера и через пару месяцев переехал к ней. Низар так освоился в России, что однажды напился и подрался с полицейскими. В итоге 5 лет колонии в Екатеринбурге и разбитое сердце. Я когда пришел, как здорово, как дела, что тебе надо, так. Последний раз я получил открытку, день рождения. Все. Долго тосковать тунисец не стал. 5 лет, срок немалый, и просиживать его сложа руки мужчина не собирался. Как только освоил русский, сам начал преподавать. Заключенных мусульман он учит арабскому, чтобы они могли читать Коран. Яум аль-Суласа, Яум аль-Арбиа, Яум аль-Хамис. И продолжает самообучение. Сейчас осваивает музыкальные инструменты, трубу, гитару и стучит не на сокамерников, а в барабаны. Говорит, на свободе на это не нашел бы времени, а тут такая удача. Родной Тунис он видит только на открытках, которые присылает ему мама. За эти годы он ни разу не виделся с семьей. Билеты на Урал для них слишком дорогие. За примерное поведение Низара должны отпустить домой уже в августе. Россия, Тунис, peace! Салям атай хамам! Салям атай хамам! Екатерина Пономарева для настоящего времени. Наш эфир продолжат коллеги из Вашингтона. В городе Силвер-Спрингс, штат Мэриленд, группа студентов предложила владельцу прачечной самообслуживания необычный способ развития бизнеса. Репортаж Фаиза Аль-Масри. Раз в неделю многие родители в этом районе берут белье для стирки и приходят вместе с детьми в прачечную самообслуживание Rainbow. И пока они занимаются стиркой, дети заняты своим делом – выполнением домашних заданий. Мы хотим помочь детям с домашней работой. Многим из них не хватает знания английского. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы они поняли, в чем состоят их домашние задания. Потому что иногда их родители не в силах помочь им. Кристина Сумампау вместе с другими студентами разрабатывает маркетинговый план с владельцем прачечной Нок Кимом. Занятия со школьниками замышлялись как способ повышения лояльности клиентов. Он очень дружелюбен со своими клиентами. И мы подумали, почему бы не попытаться придумать что-то, что он мог бы дать местному сообществу. Проект начался в прошлом году, когда Нок Ким обратился к главе факультета бизнеса в университете Кимберли Пишоу с просьбой о помощи. Когда мы начинали работать с ним, бизнес находился в упадке. Это и послужило причиной нашего появления. Он даже собирался его закрывать. Данный проект является частью международной программы развития предпринимательства Enactus. Созданная в США 40 лет назад, сегодня она действует в 1700 вузах в 36 странах. Они хотят дать студентам возможность испытать свои силы до окончания учебы. Мы работаем вместе с местными сообществами и бизнесом. Мы пытаемся найти что-то, что могут сделать наши студенты для укрепления местного сообщества. Для студентов помощь этому бизнесу через обучение детей – это не просто учебный проект. Они говорят, что это и помощь местным общинам, и потенциал для расширения своих возможностей.
Первая леди США Мишель Обама продолжает европейское турне вместе с дочерьми и матерью. Сегодня в рамках национальной инициативы «Объединенные усилия», направленной на поддержку семей военнослужащих США, она посещает американскую военную базу в городе Виченца в Италии. Контингент этой базы был среди тех, кто первыми отреагировал на эпидемию лихорадки Эбола в прошлом году. Помимо благодарственной речи, семья президента поможет в сервировке обеда для военных и их родных, а также проведет чтение книг вслух для более 300 детей, проживающих на базе. Ученицы лондонской школы для девочек Малбери Скул оказали теплый прием первой леди США Мишель Обаме. Супругу американского президента развлекали танцами и пением, а некоторым ученицам даже удалось ее приобнять. Мишель Обама, в свою очередь, заявила, что этот визит для нее большая честь. В настоящее время она занимается продвижением инициативы «Позвольте девочкам учиться». Я с беспокойством думаю о том, как много мы теряем, когда не реализуем эту энергию. В мире живут 62 миллиона девочек, таких же умных, с большим потенциалом, таких же энергичных, но без голоса, без возможностей, без ресурсов, которые помогли бы им вырасти и стать такими же девушками, какими станете вы. Мишель Обама объявила о старте кампании, в рамках которой США и Великобритания выделят $200 миллионов на продвижение образования для девочек во всем мире. Образование для девочек – ключ к успеху в борьбе с такими социальными проблемами, как бедность и слабое здоровье матерей, отмечает Рокко Блюм из британской НКО Plan International UK. У девочек просто невероятный потенциал оказания помощи экономикам своих стран и процветанию общин, в которых они живут. Тем не менее, часто им не дают реализовывать этот потенциал, поскольку во многих регионах мира до сих пор существует гендерное неравноправие, отказывающее девочкам в доступе в школы. Иногда сама дорога в школу является препятствием. Семья школьницы Рамины Колы в Албании переехала из старого дома в новую деревню, и теперь ее школа находится в 2 часах езды. Многие из моих друзей не могут ходить в школу из-за большой удаленности и бедности. Школы расположены слишком далеко от деревни, где мы живем. Сотрудница американского агентства содействию развития USAID Сьюзан Маркхэм отмечает, что зачастую не только удаленность образовательных учреждений, но и риски, связанные с насилием, становятся препятствием для девочек. Будь то детские браки, экономическое давление или плата за обучение, нам необходимо решать все эти проблемы. Ранее в этом году Мишель Обама посетила Японию и Камбоджу в рамках продвижения инициативы «Позвольте девочкам учиться». В этих поездках первую леди США сопровождала глава Корпуса мира Кэрри Хеслер Раделет. Мишель, оглядываясь на свою жизнь и жизнь своего супруга, президента Обамы, понимает, какую важную роль в достижении их целей в жизни сыграло образование. И они хотят, чтобы у каждой девочки в мире были такие же возможности. Сторонники инициативы отмечают, что помимо инвестиций для ее успешного осуществления, необходимо изменить отношение к этой проблеме в мире. Мишель Обама намерена работать над этой задачей до конца своего пребывания в Белом доме. Да, у первой леди очень плотный график. Это был репортаж о предыдущей остановке ее визита в Европу, в Британии. Но вообще, как обычно, когда речь идет о первой леди США, которая является признанной иконой стиля, большая часть внимания прессы была сосредоточена на ее гардеробе. Ну, в частности, у нее там было платье цветов украинского флага. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите «Настоящее время. Итоги». А мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до понедельника. И мы благодарим наших коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.